Доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы обсуждаем наиболее важные для страны темы и беседуем с самыми интересными людьми. Сегодня наш гость, он впервые лично у меня в студии, хотя на АТР уже был, украинский интеллектуал, политтехнолог, писатель и так далее, Денис Богуш. Салям алейкум. Добрый вечер. Алейкум ассалям. Ну, немножко не так, это вы по-арабски сказали. Алейкум салям, у нас чуть попроще. Окей. Да. Вот, ну, конечно, я хочу начать, я любую свою программу сейчас начинаю с обсуждения того, что происходит в Крыму, потому что вот недавно была облава, 7 человек задержали, опять. И это может случиться каждый день, просто они какую-то паузу выжидают, потом из-за каких-то им известных причин они это делают снова. Да, там, я уж не говорю про заочные дела, которые открыты против Мустафы Джемилева, Рифата Чубарова, там, Ленура Ислямова и многих там других людей. Но вот такое сегодня. События последних дней вызывают реакцию в мире. На самом деле все понимают, вот, и ни для кого не является секретом, что там делает Россия. Давайте послушаем заявление Европейского Союза по поводу национальных репрессий в Крыму. 7 липня 2020 року 7 осіб, переважно кримських татар, були арештовані на Кримському півострові на підставі припущення щодо їхніх політичних переконань. Європейський Союз вважає їх затримання політично мотивованим. Та, оскільки це було проведено за російськими законами, органами влади Російської Федерації на території України, незаконними з точки зору міжнародного законодавства. ЄС не визнає застосування російського законодавства в Криму і Севастополі та очікує, що всі незаконно затримані громадяни України будуть звільнені без зволікань. Європейський Союз очікує, що Росія припинить тиск на спільноту кримських татар. Міжнародні стандарти прав людини мають бути гарантованими на півострові. Повний, вільний та необмежений доступ міжнародних спостерігачів з прав людини на всю територію України, включаючи Крим і Севастополь, продовжує залишатись першорядним завданням. Кроме Европейского Союза, и Соединенные Штаты тоже высказались однозначно по этому поводу. Россия продолжает милитаризацию оккупированного Крыма, осуществляет на полуострове незаконный призыв в армию, проводит так называемое голосование за поправки в Конституцию. Кроме того, проводятся массовые рейды, в результате последнего, из которых были задержаны 7 крымских татар. Об этом заявил во время своего выступления в постоянном комитете ОБСЕ в Вене посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. Давайте послушаем мистера Гилмора. Сполучені Штати, як і раніше, стурбовані мілітаризацією Росією Криму. Отже, скажімо кілька слів про Крим сьогодні. Москва перевезла до Криму літаки, здатні нести ядерні заряди, ракети, іншу зброю, боєприпаси та військовий персонал. І збільшила свою військову присутність в Чорному та Азовському морях, включно з Керченською протокою. Це широко відомо. Вона призвала майже 24 тисячі молодих кримчан у російські збройні сили. Ясно, що призови Росією жителів Криму в свої збройні сили несумісні з міжнародним гуманітарним правом, застосовуваним до військової окупації. Нас турбує звістка про те, що 7 липня окупаційна влада провела ще один раунд масових рейдів на будинки кримських татар в декількох містах на півострові. Під час цих рейдів були заарештовані 7 кримськотатарських активістів, очевидно, під звичайним приводом звинувачень у тероризмі, висунутих у помсту за їх опозицію російській окупації. Москва демонструє свою зневагу до суверенітету України відповідно до міжнародного права, зовсім нещодавно організувавши голосування на українській території за нещодавній конституційний плебісцит у Росії. Ми стурбовані численними повідомленнями про спроби змусити кримськотатарських політв'язнів брати участь у голосуванні на плебісциті. Ну вот это заявление Европейского Союза США. Сегодня под зданием так называемого Кабмина, так называемой Республики Крым, собрались крымские татары для того, чтобы высказать свой протест лично в лицо господину Аксенову, гауляйтеру Крыма путинскому. Но гауляйтер не вышел, а вышел человек, или, скажем так, существо, похожее на человека, по фамилии Кангиев, по-моему. Да, но имени я его не помню. Ну, собственно, он его и сам потерял, потому что таких людей зовут всех одинаково, предатель. И он в самой циничной форме сказал этим людям, близких людей, которых задержали в ходе облавы, он сказал: как вы думаете, а почему, так сказать, меня не арестовали до сих пор?
Может, потому что я бороды не ношу, значит, а другие носят и их арестовывают, и делают из них якобы террористов. Также предатель Кангиев заявил, что значит, он почти делает намаз, как и те другие люди, которые, значит, которые пришли и которых посадили. Но я просто не понял слово «почти». Вот «почти» это как? Это, наверное, он путает физическое упражнение с намазом, путает физическое упражнение по вылизыванию задницы господина Аксенова. Там тоже нужно нагибаться, но цели немножко другие. Вот. Но, видимо, выполняет он это все неплохо. Наверное, его там хорошо кормят, но такие люди, как предатель Кангиев, должны знать, что содействие репрессиям в отношении крымских татар, граждан Украины, будет обязательно покарано. Он такой достаточно живенький, здоровенький, доживет. Вот так. Такие у нас события. Денис Богуш, напоминаю, у нас в эфире. У нас также есть телефоны в студии. Это Viber, плюс 38 073 419 4158. И на Skype можно звонить в эфир, задавать вопросы к гостю. Ждем ваших звонков и начинаем разговор с Денисом Богушем. Вот, собственно, я хотел, чтобы вы свое видение того, что происходит в Крыму сейчас, причин, следствий, будущего. Ну, Пожалуйста, во-первых, вам нужно понять, что такое крымские татары в Крыму для России. То есть Россия, когда зашла, она, в принципе, понимала, что информационная политика Украины была слабенькая, и пророссийское население, как бы оно очень большое. А татары, которые вернулись на свои исконно, так скажем, свои земли, то они как бы являются солью этой земли. И они вкусили свободу. То есть при Украине какое-то время это было такая свободная, то есть, как бы никто не понимал, там никто никого не утыскал, так скажем, там были проблемы с жильем и так далее. Нет, проблем было много, Денис, Да. но все равно это не то, что Да. жить в ссылке за 4000 километров от Да, дома да, в там Советской Узбекистане, империи. Да. Куда-то, да. И тут вдруг, значит, пошла эта оккупация, и получилось, что именно татары, они стали на защиту Украины, и они как бы проукраинские были, они там были за народный рух Украины, это было вообще удивительная там Да, целая еще история. вот вы помните. Хорошо, что да. вы помните. Я всем Да. напоминаю, да. Да, и они как бы самые такие проукраинские были. И получается, что вот сейчас в Крыму все татары, без исключения, даже те, которые перешли на сторону России, они являются как бы частью Украины. И они воспринимают вот эту вот аннексию, они, в принципе, там очень многим задурили голову, но аннексию они воспринимают все-таки в контексте большой войны. И они, например, тут со стороны Украины, пришли часть там пророссийских депутатов. Они говорят, давайте дадим воду в Крым. Ну, там типа Бужанский, там и все остальные. И они Водопроводчики. Да, они как бы забрасывают пробные шары и смотрят, как бы реагирует общество. Общество реагировало негативно. То есть очень много выступили, сказали вы шо, куда-сюда. И, значит, они как бы закрылись. А сейчас ситуация в Крыму, особенно с водой, она очень обострилась. То есть обмелели все эти водохранилища, и реально ее не хватает там, то есть реальная проблема. Особенно на севере полуострова. Да. И, а про сельское хозяйство я вообще молчу, потому что там засалено земель и так далее. И они сейчас воспринимают крымских татар как кусок тела Украины, которому, если сделаешь больно, то Украина как бы начнет реагировать. Это психология, когда ты как бы делаешь тюремные пытки. То есть ты понимаешь, что ты делаешь, если ты делаешь кому-то у себя, там, например, и кто-то видит, когда твоего родственника пытают или еще кого-то, то ты начинаешь быть более сговорчивым. То есть, я так вижу. То есть это в их психологии они воспринимают так, что если они сейчас усилят давление, начнут там садить и так далее, то это они как бы делают больно той украинской части, которая есть в Крыму. Ну и, соответственно, Украине как государство, это же шантаж, насколько я Нет, понимаю. Не только причинение боли, но это и... Это понятно, что шантаж... Цель какая, по-вашему, Денис? Цель запугивания. То есть запугивание и реакцию, чтобы была какая-то логика. То есть они все равно пытаются логически каким-то образом эту воду дать. И Зеленский, он же тоже сказал, что он не исключает этой всей истории. То есть, уже тема закрыта уже всеми. Не, это сейчас закрыто, Да. но в самом начале, когда были эти пробные шары, то есть они начали так говорить, что это может быть. То есть это гипотетически возможно.
Ну, русские-то с этим не согласились, они хотят же, чтобы была вода. Но русским покажи палец, они Да, хотят по шею все правильно. И поэтому они думают, что если они сделают, они сейчас там, например, сейчас там 7 крымских татар, а потом 70. Если они сделают такое очень больно, то они начнут делать какую-то... Ну, там уже больше 100, но они хотят все увеличивать. Ну да. То есть они усиливают вот это вот Я хотел от давление. вас это услышать, вашу И версию. оно, ну, усиливаясь тут, они надеются, что Украина будет как-то на это реагировать. Сказать, ну, пожалуйста, там не надо или еще как-то. Но в Украине нету одного голоса. То есть они как бы ну, не рассчитали то, что сейчас власть, которая, она не имеет четкого понимания и четких действий вот, ну, по одному действию, по второму, по третьему. То есть у них там они думают. До сих пор думают про нас как про себя. Да, они вообще думают, у них же нету таких вот, ну, как бы опыта ни военных действий, ни государственного управления. Не только учатся. И поэтому... Я думаю, вы про русских говорите. Не, про наших. Они же думают, что наши, вот как один, вот как раньше, тут Порошенко, он воспринимал, что он это Украина, и он, ну, как президент, и он, значит, ну, когда договаривается, то это примерно мнение Украины. Но они Януковича Украины считали. Да. Я имею в виду... Янукович тоже, кстати, себя считал хозяином, это сам. А Зеленский сейчас, ну, как бы коллективный. То есть есть там Ермак, там есть советники, есть сам Зеленский, и они как бы принимают решения не одним голосом, а у них есть разные мнения. И по таким важным вопросам у них нет четкой позиции. Поэтому нет четкой позиции по обстрелам, например, на Донбассе. То есть нету никакой артикуляции, потому что они думают, ну это же разозлит Путина, а мы же с ним идем в переговоры. Путин сейчас добрый, да? Нет, так это же, я говорю, это ход мыслей. Угу. Вот. И когда такой ход мыслей, конечно, тут сложно в этой всей ситуации для русских даже. Вот они сделали больно, а тут бардак. То есть тут нету, тут они не понимают, что там больно. То есть тело под анестезией находится. Да, вот именно так. То есть оно не будет реагировать. И им, ну, я не знаю, что там надо сделать, там, ну, какой там теракт там, или еще что-то, чтобы тут хоть как-то отреагировать. Потому что даже если будет очень катастрофическая ситуация с крымскими татарами, то они все равно будут в анестезии. Вот они вот это русские пока не понимают. Вы уверены, что во власти нет людей, которые понимают ситуацию? Ну, есть, конечно. Есть люди, очень много на разных постах, но это не президент. То есть у нас же парламентская президентская республика. У нас в парламенте в коалиции «Слуга народа». «Слуга народа», она зашла на рейтинге президента. И получается, что вся ответственность, все решения это президента. Но там, на самом Если деле... президент не имеет четких позиций... Я вас услышал, да. Я просто, я знаю, что и в самой фракции, я в офисе президента там не знаю практически никого, и один раз видел, но во фракции есть совершенно разные люди, как те, которых вы упомянули, так и, допустим, Никита Потураев, который вообще, так сказать, вот так вот русских хочет скрутить в бараний рог. Ну, тут такое. А сейчас я свяжу напрямую, вот, кстати, мой такой ход мысли, свое предположение, и вас попрошу прокомментировать. Вот, например, я имею в виду Крым, Донбасс и президента. Угу. В Кремле не видят причин, оснований для проведения саммита в нормандском формате. Кремль считает, что основания для проведения нового саммита глав государств нормандской четверки Украины, России, Германии и Франции на сегодня отсутствуют. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. Давайте послушаем этого товарища. Никаких оснований для проведения нового саммита лидеров нормандской четверки сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей Парижского саммита не выполнена. Это человек, на котором наименее всего подходит его фамилия, на мой взгляд. Вот, но суть не в этом. А вот просто моя версия, Денис, состоит в том, что тут как раз имеет место вот в этих усилении репрессий, в новом захвате заложников. Ведь с чего начался диалог вообще, и параллельно Минск шел, вот с тем, как Зеленский стал президентом. Они давали на обмен людей, обменяли Сенцова, еще кучу людей, моряков и так далее, и так далее. Вот. И как бы шло, а параллельно, видимо, шли Минский процесс, и там какие-то тоже шли условия, политические договоренности, о которых мы с вами, естественно, не знаем, можем только догадываться. И вот сейчас, вот сами русские говорят, Минск остановился, они же требуют изменений в Конституции, то, что Зеленский никогда не сделает, и никто не сделает. Да? То есть он, Козак, это, собственно, Путин, говорит, все, тупик, мы не будем встречаться, стоп, ставим все на паузу, да?
И тут начинает новый захват заложников в бесконечной резервации, бесконечном этом гетто под названием Крым, крымских татар. Уже и так там, ну, почти практически все украинские политзаключенные там в РФ это крымские татары. Да? И вот еще раз вот на это делают больно, да, и говорят Зеленскому, это моя версия, или ты дальше двигаешься, либо тебе больше никаких обменов не будет, либо ты там как-то сдаешь Украину, нам что он сделать не может. Вот. Никаким образом. Вот. А требует невозможного и при этом шантажирует захватом заложников. Я думаю, что они сильно переоценили Зеленского в начале. То есть какая вообще вот этот нормандский формат, который был с обменом заложников. Значит, Зеленский сам, придя на эту позицию, как бы на пост президента, он думал, что он так быстро раз порешает. Мгм. Все порешает. Значит, Путин, тоже думает, там с 95-го квартала, без этого самого, без опыта, без ничего. Типа легкая добыча. Легкая Это добыча. была. Мгм. Да, а оказалось все не так. Они когда встретились, у них какие два мира. Значит, Зеленский увидел, что он не порешает легко, Мгм. а Путин просто столкнулся вообще с хамством и с человеком, который не понимает дипломатический протокол, Что этикет. разве Зеленский хамил Путину? Не, там, были, это ж, дипломатический протокол, это, не просто хамство. Это можно прийти так, там, Ой, повернуть. слушайте, Денис, Путин такой хам, он везде всегда опаздывает на всех. Да, ну, Идем понимаете, дальше. да. Так вот, какая дальше ход? И вот Козак появился, вот Сурков ушел, значит, вот с такой. И вот Зеленский это фактически проект Козака. То есть и он сказал, ребята, у нас же такая легкая добыча, мы все сделаем. А он продал Путину вот такую мысль, да, Да. что будет легко, сейчас мы тут, да. А Зеленский оказался, он самостоятельный, он всю жизнь сам принимал решения. Он этот и 95-й квартал, и он оказался самостоятельным игроком. Он ничего не знает там многое. Какие-то советники на него начали давить, а он все равно сам принимает решения. И поэтому вот это дальше никакие форматы невозможны. Потому что русские вообще в шоке, потому что он им позволил поменять в разведке людей, завести там, часть агентуры, каких-то людей, которые Зеленский не понимает. То есть он вот не понимает, вот я думаю, чего вдруг руководитель стратегической разведки в главном управлении разведки поменяли на человека из 95-го квартала. Вот думаю, зачем им? Там что, деньги есть или еще что-то. Это было, я так понимаю, что это какой-то некий план. И план вот эти вот связанный с сворачиванием программы НАТО, этих самых в Минобороны, еще куча других вещей. То есть вот я как бы наблюдаю за ним. Я же еще основатель Центра изучения России, и у нас там целая там громадская организация. Вот, да, мы вернемся, конечно, мы придем к России. Да, и мы изучаем вот эту всю историю. Я веду там ряд групп, связанных там информационная война России против Украины и так далее. То есть я фактически сталкиваюсь с этим постоянно, с этими новостями. И я понимаю, каким образом при Януковиче ослабляли армию нашу. Мгм. То есть там зашел человек в СБУ, зашел в Минобороны, и стали они уничтожать ПВО, разведку. Которые потом предали и просто Да, убежали. контрразведку. То есть они там, танки не ездят, самолеты не летают и так далее. То есть и вот по чуть-чуть они все это начали убивать, так скажем. А сейчас это невозможно, потому что настолько сильный прогресс армии, настолько оно успело измениться, что они могли вот только вот так вот. Но Россия все равно хочет этого. Конечно, хочет. И у них тут много агентуры, которую не отслеживают. То есть и вот эти связи, которые там есть, там у Ермака, например, еще у кучи других людей, с россиянами, и у самого Зеленского, они не воспринимают Россию врагом. Это их вопрос. То есть почему вот часть патриотического населения смотрит, говорит, они малоросы. Потому что они пока не воспринимают Россию вот таким врагом. Но ничего, Путин нам объяснит, я думаю, всем сомневающимся. Не-не-не, так вот год прошел, и Зеленский уже начинает понимать, что они не друзья. То есть вот я думаю, что спустя год Зеленский это уже понял. И сейчас почему у них не получается ни нормандский, ни минский формат? Потому что русские поняли, что это нелегкая добыча, и они поняли, что они не могут так легко влиять даже на Зеленского. Мгм. Он в своем режиме, он по-своему действует. То есть есть там, Он по-своему действует, сам принимает решения. Плюс есть общественность, я прошу прощения за такое Конечно, слово. так вот да? общественность не дает ему. Вот она ему сказала, ребята, Владимир Зеленский, ты президент, но вот у тебя такие рамки. Но в итоге вода в Крым, комбинация из Да. 3 пальцев, уже четко поставленные Да, президентские да. ветви. Нет, все эти будут я выбраны. думаю, не четко. То есть там еще возможны диверсии, там возможно Нет. еще... То есть на диверсии он может не реагировать. Мгм. То есть вот, например, вот если пройдут диверсанты в Херсонской области, там где-то 20 километров, Ну, это не диверсант, там дивизии надо отправлять.
Как там? Вот. Да. Не, ну все же по-разному можно сделать. Мгм. Значит, и я думаю, что и Путин думает, что реакция Зеленского, как верховного главнокомандующего, будет слабая. Мгм. Но у нас же есть Генштаб, есть Камчак, и есть армия, Там которая... есть вояки, которые знают Они вообще толк. по-другому, Да. они, во-первых, повоевали уже, они вообще по-другому понимают. Это тебе не 14 года армия. Да, не и даже если воевавшая. Зеленский это не понимает, то они отреагируют четко и ясно. И поэтому, вот тут идет ломка стереотипов вот сейчас, вот я считаю, что и Путина, и Зеленского, я думаю, пока у них невозможен контакт, то есть они пока не смогут сложить пазлы, вот на чем им... А я даже, Денис, не вижу в дальнейшем. Я вот пытался много раз, вы же там прогнозируете будущее, вы же там не сильно прогнозируем, да. Ну, окей. Вот, но я думал, при всех разных циничных вариантах, вот этот политтехнолог, допустим, для меня это равно цинике. Может, вы и не циник лично, конечно, Мгм. но, в принципе, у вас циничная профессия. Не, профессия очень Да, ценится. я ее никогда не любил. Но честно. я стараюсь не работать с клиентами, которые, за которых мне было стыдно. Или еще что-то. То есть с подонками нет. Не. Окей. Я могу себе позволить это. Я вам поверю. Вот, короче, я пытался найти какие-то потенциальные точки соприкосновения. Но по Ордло там вопрос простой. Контроль границы. Путин Мгм. никогда границу не отдаст. отдаст. Значит, никакого ни Минска, ни Нормандска, ничего. Можно только имитация, вот этот театр кабуки, театр теней какой-то там, где каждый играет свою роль, там, или греческий театр, где вот такая маска, там, и они как бы изображают, и бесконечно. Это 6 часами длится это представление, годами, да? Вот. По Крыму Россия запирается полностью. Ничего она не желает обсуждать. Тем не менее, значит, наш МИД все-таки планирует, и это правильно абсолютно, действовать в этом направлении. Постоянно об этом говорить и привлекать. Да, Россия не придет, понятно. Они считают это типа их территория, там, голосуют уже в Конституции, их прописано. Они так не уверены, что сами себе пишут расписки, что это их имущество. Да? Это как вор украл и сам себе расписку написал, это мое. Имейте в виду. Ну окей, имеем в виду, знаем просто все. Так вот, Министерство иностранных дел планирует возобновить международный формат дискуссии по вопросу деоккупации Крыма. Об этом во время круглого стола на тему «Крым в зеркальном масс-медиа» сообщила посол по особым поручениям МИД Украины Надежда Цок. Давайте послушаем Надежду. Ми хочемо відновлювати міжнародний формат, однак його потрібно зробити більш організованим. Йде мова про певні документи, йдуть дискусії. Був період, коли ми пробували щось зробити, була підтримка західних партнерів, але не всі ідеї були реалізовані. Враховуючи наш досвід за 6 років, ми будемо й далі просувати цю тематику. Адже завтра, через рік, через 2 Крим не буде деокупований і необхідно якось систематизувати та організувати роботу, щоб наші підходи по Криму увійшли в інструментарій іноземних держав. Інакше буде складно боротись за відновлення територіальної цілісності. Для МЗС важливе формулювання «спроба анексії Криму», щоб прямо не визнавали, що Крим анексований, тому що це суперечить міжнародній позиції, нашій позиції і, в принципі, міжнародному праву. Іноземні дипломати не дуже чутливі до таких речей, однак нашими юристами було доведено, що правильно говорити «спроба анексії» – це найбільш болючий аспект. Вот Надежда Цок и Денис Богуш, ваше мнение по крымскому направлению и нашей внешней политике. Что делается, что надо делать? Во-первых, для того, чтобы было какое-то направление, то есть какой-то орган должен сказать: ребята, вот у нас, если будет деоккупация, то она будет в 3 этапа. Так, 1, 2 и 3. То есть хотя бы так. То есть хотя бы крупными мазками. Это Стратегия, да? Не, стратегия это следующее, это все очень сложно, это связано уже, с очень, вообще хотя бы какой-то первичный план. Деоккупации и возвращения территории Ордло, и деоккупация и возвращение Крыма. Значит, проблема в том, что изначально у нас, очень правильно нас затронула тему, что у нас юридически мы с Россией не разорвали дипломатические отношения. Есть такое, да. Мы неправильно называем все, что происходит. То есть у нас вообще раньше была антитеррористическая операция. То есть теперь это по-другому называется, но оно все равно не приведено ни к чему. Денис, у нас только в формулировке начали вводить правильно. Временная оккупация, попытка аннексии. Да. Только в последнее время была Просто дальше идет. Зачем это нужно? Затем, что Америка и Европа вводят санкции. И они вводят санкции на основании чего-то. Да. Они говорят: ребята, если вы сами не ввели санкции с Россией, вы с Россией сейчас торгуете. Да. Вы не ввели. Зачем мы
будем вводить свои санкции, Абсолютно простая логика. да, и они, особенно вот немцы, французы, у которых были Италия, мощнейшие потоки, просто потоки, Англия, ну, Да, они бизнес-отношения. держат, да, какие-никакие, но санкции, да, Да. вот. А мы сами их не держим. И мы не разорвали отношения, мы продолжаем торговать. Говорят, ребята, ну мы это все понимаем. Нам, конечно, американцы говорят, американцы далеко. Им У них важно... таких связей с Россией нет. Да. Да, и ну, для американцев это вообще как бы Украина, это как бы такой, ну, некий сдерживающий фактор. Россия это такая площадка, обменная монета. То есть она ситуативно нужна штатам. И поэтому они наши лучшие защитники, потому что Россия тогда бы Но вообще... дальше открыт путь в Европу. Да, пошла бы Польша легко, ну, пошла бы куда-то Прибалтика, то есть как бы были бы проблемы у НАТО и России. А так есть Украина, есть какие-то военные странные, которые голые боссы остановили армию, причем совершенно в неравной истории. Потом ну, возродили там спецназ, возродили все эти самые. И они сюда приезжают и спрашивают, а как вы с русскими умеете воевать? Мы с ними в других странах... Теперь уже наши инструктируют. Да, мы не понимаем, как. А наши уже теперь показывают, что как. Вот, ну, хотя бы тот Донецкий аэропорт. Уже наш спецназ, вообще наши военные, они попали в определенную категорию Опытных военной людей, элиты такой. в мире, да, которых расценивают, которые могут с русскими иметь дело. То есть вообще воевать против Я знаю, них. наши же лекции уже читают в американских военных Вот. школах. Так вот дальше. Значит, и вот в этой ситуации мы должны пользоваться тем, что Украина вот такая вот нужная, временная. Потому что Грузия, например, по Грузии, вот по аннексии территории, ООН даже Ничего не уже не приняла. слышно, да. Нет, так никто, ООН не принял решение. То есть, а мы добились этого. То есть мы прокопали, у нас международная поддержка. То есть много вещей мы сделали. У нас как раз, Денис, звонок, как мне говорят редакторы по этой теме, по теме санкций. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, кто вы, откуда, и задавайте свой вопрос нашему гостю Денису Богушу. Добрый вечер. Я Наталья, Луганская область, город Старобельск. Вот только что вы, Денис, сказали, что то есть вы, когда оправдываете европейцев, вот они смотрят на нас и говорят, ну вы же торгуете, а почему мы не можем? Слушайте, ну так это же они должны задавать алгоритм действий. Они не должны на нас равняться. Что мы тут делаем? Они должны быть как бы выше этого. Они должны планку задавать, а не слюнявить. А вот вы торгуете, а мы тоже будем. Это их европейские ценности. Мы к ним стремимся, а стремиться-то не к чему. Понимаете вы, в чем дело? Поэтому вот это оправдывание, вы же торгуете, и мы тоже будем, но оно не проманивает. Но не, мы на них равняемся, а они выходят на нас. Ну как такое может быть? Смотрите, пункт первый. Они нам ничего не должны. Это мы хотим в Европу, это мы хотим соответствовать их стандартам, это мы хотим быть цивилизованной страной, это мы хотим, чтобы к нам притекало очень много денег. Ни один военный Европы, Америки не будет отвоевывать наши территории. Ни один. То есть если вы думаете, что вот сейчас вот приедут армейцы, американцы, и они начнут воевать за Украину, там, за вот эти вот, за Крым или еще за что-то, они не будут делать. То есть если мы сами не будем сильными, не отвоюем эти все территории, никто нам не поможет. Они нам могут ситуативно помогать. У них свои парламенты, у них свои проблемы, у них есть правое, левое, у них там миллион всяких своих проблем. Они нас, если честно, видели в гробу. В хорошем смысле. В хорошем смысле. Украину. То есть они вообще не расценивают, что это важно что-то. Там многие не знают, где Киев находится, ни в Германии, ни во Франции, если вы спросите людей на улице. Поэтому они нам точно ничего не должны. И это мы должны их убедить, ребята, вот смотрите, мы такие классные, мы не дадим вот этой заразе в Европу попасть. Да, это мы нужные. То есть они не считают, что мы нужные, поэтому нам денег никто не дает особых. Если нам дает МВФ денег там 5 миллиардов долларов, там вот когда у нас проблема, Греции дают 77 миллиардов. Который вообще ничего в Европе не решает, просто прожирает европейские деньги. Они просто деньги. прожирают 77 миллиардов долларов. И они считают, что они делают правильно, потому что Греция цивилизованная страна, а Украина еще не стала цивилизованной. Потому что мы должны показать, что мы боремся, и они тогда нам будут помогать. Они сегодня-завтра снимут санкции. Им это все дело в этот самый. Та же зрительница перезвонила и говорит, что она немножко не то имела в виду, вроде бы, и хочет переспросить. Давайте, да. Говорите.
уважаемый политтехнолог, я не то имела в виду. Я имела в виду, что они должны прежде всего за себя воевать, за свои ценности, которые нарушила Россия посредством вот этих всех международных законов, которые подписывала Россия. А эти международные законы выписывали, как бы так предположительно, лучшие европейские умы, которые корпели над каждым абзацем, над каждым параграфом. И это было растоптано, попрано Путиным, Российской Федерации. А они на это не реагируют. Не мы должны им показывать, они нам должны показывать. Я этого не вижу. Может, вы, конечно, видите, я не знаю, но я этого не вижу. Не надо рассказывать, что они нам ничего не должны. Они должны, мы живем в одном мире, они должны прежде всего отстаивать те свои ценности, а ценности они не отстаивают. Вот в чем дело. Это не отстаивание цен. Бизнес и ценности, цены и бизнес, прайс-листы – это разные вещи. Ценности – это не всегда, когда выгодно. Ну так вот, нету этих ценностей. Говорите напрямую, я не знаю, что они будут воевать. Я уже боюсь за то, что нам за них придется воевать, как это было во Второй мировой. И когда Путин говорит, что вот в своем недавнем там докладе, что Европа, так бы мовити, винна в том, что Вторая мировая... Да, он прав, что они расповадили Гитлера, но он не добавляет, что а теперь точно так они ведут себя по отношению ко мне. Я делаю то же самое, а они меня, значит, так вот делают сквозь пальцы. Вот что я имела в виду. Я прекрасно, да. Мешают. Вот эти минские договоренности, они связывают Украину. А наша власть и рада. У нас все власти антиукраинские. У нас каждый президент пророссийский. Хоть там в вышиванках, хоть там в веночках. Все пророссийские, как один. Дякую вам. Ну, даже не вопрос, а действительно цельная позиция политическая. И, если честно, я во многом с этим зрительницей согласен. А вы? Просто, смотрите, в каждой стране есть свои проблемы. И они отстаивают европейские ценности именно в своей стране. Они в своей стране для этого имеют бюджет, правоохранители, органы. Да, свою демократию. Эта демократия тоже очень разная. Она в Македонии одна, она в Греции другая, во Франции третья. Есть в Евросоюзе, они не могут собрать деньги на то, чтобы содержать Европейский Союз. Но аналогия даже не об этом, это все понятно. Да. Зрительница говорит о том, что как Гитлера распустили в свое время, так и сейчас Европа, и тут трудно не согласиться, полумерами. Значит, с одной стороны санкции, с другой стороны газ давай сюда, мы тебе там... Смотрите, вот я считаю, что нету единой Европы. Мгм. То есть вот это моя В позиция. чем нет единой Европы? Нет, Формально же она есть. Не смотрите, в части вопросов нету. То есть Европа как считает, что мы, например, вот часть стран это страны НАТО. Мгм. Вот мы страны НАТО, у нас все хорошо, на нас никто не нападает. Дальше трава не растет. Да, нет, ну есть там какие-то страны, которым надо чуть-чуть, вот есть программы, расширенное партнерство надо, вот там Украина, еще какая-то страна, там Грузия. Молодцы, вот у нас есть бюджет, вот мы сейчас пособирали с разных стран, отдали бюджет, занимайтесь. Может быть, вы вырастите это самое. Им хорошо, они не думают, что тут война. Вообще вот в каждой стране это думает там, ну, очень мало Да, политики. даже в элитах не все. Да, дальше. Шенгенская зона. Вторая история. Это вторая Европа. Это не страны НАТО. Шенгенская зона. Они считают, что у нас тут шенгенская зона, тут у нас безвиз, тут эти могут приехать, эти не могут. Экономический союз, там, Евросоюз другой. Вот. Те страны, которые вступили в это мировой торговли, этот самый. ВТФ, да. Да. Значит, это другое. То есть это есть разное сообщество. Если Украина не член этого сообщества, она как Вьетнам для них. То есть, да, во Ну, Вьетнаме... не совсем как Вьетнам, все-таки уже. Она все-таки часть этой самой, часть Европы. Если даже, ну, например, был там, по-моему, на Давосе, они рассказывали о Балто-Черноморском союзе, Мгм. который, ну, предельно важен для Украины. И мы об этом говорили. Это такой пояс против России. Ну, начиная с Эстонии, дальше... Так они да. даже Украину не пригласили. То есть они обсуждают, они понимают, что тут не с кем разговаривать. То есть они нас не воспринимают интеллектуальным каким-то субъектом, который может прийти и какой-то из государственных органов, еще вот. То есть нас не воспринимают как партнера. Это наша вина все? Конечно. Ага. Наша вина консолидации за то, что мы просто не созрели. Ну просто, ну, например, ну, Беларусь уже и не созреет, например. Нет, там понятно, да. Да, но вот мы, вот Беларусь и Украина, вот мы стояли, вот как бы две самые, ну, страны, и Европа нас воспринимает почти одинаковыми. Что мы остатки Советского Союза. Ну, сейчас это, конечно, не так уже, но в массах, да. Да, в массах, да. Ну, политики, они понимают, что у нас есть безвизовый режим. Значит, ну, для них безвизовый режим, это значит,
Украина должна контролировать свою границу, Да. чтобы они не имели Ну, цель этих стран, да. да, лишних этих самых беженцев. То есть вот только так. Вот им... Слушайте, но у них гораздо большие проблемы на границе с Грецией, например. Да, так правильно. И где там Украина у них понимание? Вот что они... Так Украина себя еще ведет себя нормально. У нас нет потоков беженцев в ЕС. Извините, Нет, с так третьих это стран. самое. Нет, так мы и не есть членами Евросоюза. А Греция есть член Евросоюза. Нет, ну к ней бегут-то из Турции, которые не члены Евросоюза, понимаю. просто через границу, вот так Да. вот, сирийские беженцы. Поэтому у них Да. своих проблем больше, чем мы думаем, что они о нас думают. И они... Ну, мы как-то делали программу, я там где-то 15 лет занимался темой имиджа Украины. Ну, вот до войны. Значит, и мы делали мониторинг в Европе, что думают про Украину. Так вот, про Украину думают 80% негативно. До войны. Всегда. Да То есть- ладно, и сейчас? И сейчас, а сейчас вообще. То есть везде все новости про нас, это дерутся депутаты. Это кто-то где-то что-то поджег. Коррупция там вот это всё, Евро да. 2012, я кричал, пищал, говорю, по всей Европе идет акция, бойкот, не ехать в Украину. За что? За то, что у нас спалили 100 тысяч этих самых собак и кошек перед Евро 2012. Ну, слушайте, Путин спалил сирийских граждан и поехали к нему Не, на я чемпионат понимаю, мира. но наши это даже не... Ну, то есть мы не думаем, что в Европе про нас так думают. То есть это должен Но быть сейчас все-таки, мониторинг. Денис, движется все-таки, согласитесь. Не, в позитив не движется. Ну как, что, неужели 80% европейцев к Украине плохо относятся? Не так. Ну, так. Не 80% европейцев, а 80% новостей про Украину. Сори, я не раз... То есть нет, это надо сделать социологию, чтобы сказать... Нет, про ну, нас. Денис, ну я как журналист, Мгм. вы так тоже чуть с этим Мгм. связаны же, да? Мгм. Но приземлившийся самолет — это не новость. Ну, я прошу прощения, у нас реально сбили самолет. Но в принципе, то есть, Ну, да, да. но новость — это в основном негатив. Всегда, в любых новостях, мировых. Нет, Ну- смотрите, они говорят, что у нас есть структура новостей. Вот вы 60% говорите вообще о политике вовне. Да. Мы о политике вообще не говорим. То есть для них тема политика не есть вообще интересная. А мы говорим, мы думаем, что это интересно, мы вовне это Ну, выкидываем. потому что у нас война, потому что у нас есть ощущение угрозы. Вот, смотрите. И есть специфическое отношение к нам, и мало кто вот это изучает. Что в Европе вообще думают про Украину. Вот мы, например, Безумно приехали в интересно. Брюссель. Рассказывайте, да. Вот, например, мы приезжаем в Брюссель. Значит, у нас есть хороший проект. Как в Брюсселе, там есть 50 представителей всех СМИ мировых. Это удобная площадка Ну для того, да, чтобы там говорить же про имидж типа Украины. столица ЕС, и там все корпункты Да, имеются. мы начали что-то делать. Ну, мы еще еще в 6-7 году, то есть вот в этих годах, у нас было даже контракты с Министерством иностранных дел. Я имею в виду моей компании Bogush Communications, как пиар-агентство, которое занимается имиджем Украины. Мы когда начали запускать новости, то эти мировые СМИ, журналисты говорят, слушайте, а почему от вас хорошие новости идут? Мы как-то не привыкли, от вас всегда негативные новости. Мы все То время есть этим тоже надо заниматься. писали, да. И когда они приезжали вот уже люди на Евро 2012, например, из Великобритании, говорят, слушайте, так у вас тут классно. То есть наш имидж в Европе хуже, чем мы на самом деле. То есть мы его вот о даже чем вы, я понял. не привели к нулю. То есть мы не то, что не плюс, там, чтобы к нам ехали там, и такие То есть вау. не там. 50 на 50. Вообще, мы отрицательно, а про нас плохо думают. Это тоже кусок Что они работы. думают? У них война. Нет, думают, первое, в Англию перед Евро 2012 распространилась фотография, что на стадионе у нас кричат «Хайль Гитлер». Ну это я знаю даже, кто распространил эту Они фотографию. поверили. Да, Нет, да. они поверили, и они когда приехали сюда, например, английская там, делегация, они тут даже гроб носили, что такие плохие новости об Украине. То есть они сами говорили, ребята, Но это же там все-таки неправда. 12-й год, Денис, сейчас 20-й. Да. Но, кстати Сейчас говоря, хуже. Сейчас хуже. новость хуже. Потому что если раньше Украину рассматривали как инвестиционную площадку, то есть, например, кто-то говорит, я хочу сделать бизнес, у меня есть $1 миллион. Но я могу сделать, например, в Украине. Украина была такая рисковая страна. но все-таки... Да. Но все-таки там коррупция, риск, можно было договориться. Вот, в рисковой стране ты можешь или много получить, или да, тут потерять. как бы, да, вилка больше. А сейчас у нас вообще не идут инвестиции, потому Почему? что у нас кроме коррупции есть еще война. И зачем сюда ехать? Зачем я буду? Я лучше в Швейцарии получу плюс 2%. Чем тут, Чем может, плюс плюс 20, 30, а может да, быть и да. вообще ничего. Потому что тут просто физически война. И поэтому
ну, этой историей ей тоже должен кто-то заниматься. Это, по идее, там Ну, я не вижу, государство. чтобы сейчас кто-то этим сильно Не занимался. Нет, занимаются. нет, сегментарно занимаются люди, какие-то делают проекты в Не Европе, занимаются, да, и когда я понял, что государство в этом мне не поможет, потому что я сам, вот я, ну, как ну, гражданин типа за Украины, державу обидно, да? да, я вкладывал в это деньги, мне это было интересно. Я там, у меня куча знакомых по миру пиарщиков, которые мне тоже помогали. Там, ну где-то мы находили деньги, где-то свои платили. А сейчас я понял, что этим заниматься не буду, если это государство не надо. И занялся другой темой создания национального супергероя. И вот я там казак-характерник, значит, Да, это вот можно эту всю почитать тему. книги ваши. Да, и я начал да. крутить, поднимать дух нации. То есть это другое. Во-первых, это я считаю, что своей миссией. Во-вторых, я это смогу сделать. И это можно сделать только сняв, например, такой фильм в Голливуде. И чтобы он Фильмы, и прошел... мультфильмы, и комиксы, Да, и все это да, можно. да. То есть это, в принципе, это Супермен украинский. Да, в вашем украинский, да. понимании. Вот я хочу, чтобы в детском садике дети, они были похожи, ну хотели вот костюм себе купить. Ни Мушкетера, ни Спайдермена, ни Бэтмена, ни Супермена, а казака-характерника. Чтобы это был такой герой, который... Этот самый. Кстати, у крымских татар есть такие тоже. Есть. И я даже в своей книжке, у меня есть описание. У нас были казаки-характерники, а у крымского хана были тоже защитники, воины магии, звали Каракаплан. Значит, Мгм. Каракаплан — это черный тигр, черная пантера. Значит, это еще такие воины магии, еще шли от Чингисхана. Это мне, кстати, рассказал Искандер Бенубариев. Так давайте же, пусть они вместе воюют, а вместе это и веселей. Не, может быть, да. Ну, просто я говорю, что у крымских татар такая тоже есть Ну история. так продвигайте тоже, это будет очень здорово. Оно у меня есть в моей Денис, книжке. да. вот эти два супергероя, они против кого будут? Кто у них там вот за поребриком? Как ты видишь, вы видите их героя вот, или антигероя? Вот. Пока, ну, в моей книге там сюжет, что главный герой должен собрать группу от 6 до 12 человек, чтобы защитить эту территорию, Мгм. которую... И вот эти казаки-характерники, получается, они получают вот это вот знание тысячелетнее, там, нескольких тысячелетней давности. То есть это целые такие знания. И, ну, как бы, их нужно собрать для того, чтобы защитить эту, ну, как бы, территорию. Как нападать, я не знаю. Нет, кто враг-то? Там есть какой-то образ анти-супермена? Так как книга начиналась в 2011 году, Понятно. я слово «Россия» там не писал. Хотя, ну, сейчас бы, вот, ну, как бы все понимают, что в течение, может, 400, может, 500 лет на этой территории именно Россия уничтожала украинскую культуру, ну, потому что тут крестили Русь, получается. У них история Херсонес, они, кстати, сейчас захватили, где, ну, крестили Ну, типа, Владимира. да, типа их сакральная земля. Да, Там, а вот это, потом да. они Киев. И они ж, ну, как бы зачем в Москве поставили, ну, памятник Владимиру? Потому что часть они гибридной войны. следующему поколению не скажут, что Владимир крестил в Москве-реке. Да. Потому что клиповое мышление, люди забудут, они перепишут историю, и будет Москва как Третий Рим. И они вот эту... Слушай, это, И мы им мешаем. Вот Денис, мы так своим бы, существованием им было бы мешаем. неплохо, если их можно было так убедить, что вот тут крестилы больше никуда соваться не надо, и вот родные болота, Мгм. то Не, они болото не не будет, пойдут, не так не пойдет. будет. Не, у них большое, у них вот такое понимание. Хорошо, вот вы изучаете Россию, сами проговорились. Мгм. Что такое русский менталитет? Почему они всех достают? Почему они считают себя возможным для себя решать судьбы других людей, уничтожать другие страны, порабощать другие народы, переписывать историю, обзывать крымских татар пришельцами, обзывать украинцев селянами, недонародом, украинский язык смешным и все такое прочее? Что в корне этой ментальности? В корне, смотрите, история России — это очень сложная история. Она связана с очень жестким правлением. И, конечно, это от какой-то собственной, как бы, такой коллективной стадности до империи. То есть они, ну, как сказать, ну, вот если сравнивать, например, вот есть вообще очень хороший этот самый, как, например, проводятся митинги. Ну, например, возьмем Турцию, Россию и Украину. Вот Мгм. это у меня было там я в Санкт-Петербурге по скайпу им отвечал. Сравнивали, да? Вот Да, эти, да. как Вот, ведут значит, себя люди. Да, Болотная площадь. Да. Болотная площадь, значит, ну, люди собрались, постояли, ушли. Да. И спрашивают меня русские, говорят, слушайте, а как вот чем отличается? Вот мы же на Болотной тоже стояли. Я говорю, вот простой вопрос. Я говорю,
у вас на Болотной площади борщ варили? Говорит, а как это? Я говорю, у нас, если мы начинаем митинговать, у нас мы окопались, Да. варят борщ, Лагерь разбиваем, Лагерь. такой, как казацкий. Да. война, оружие, медикаменты, и потом нас оттуда не выкуришь. Я говорю, смотрите, ну, как бы простая история, ну, площадь Таксим, Турция. Люди летом собрались, бастуют, приехало 3 бронзбойта, без оружия, 3 бронзбойта, и всех смыли. Украина, зима, минус 15, Да. приезжают бронзбойты, Все- ничего не да. происходит. То есть всех облили, ничего не происходит. Стрелять начали, ничего не происходит. 100 человек убили, ничего, как бы никто не двинулся. То Даже есть, наоборот. да, и поэтому вот чем мы сильно отличаемся от них. И я очень много помогаю украинскому спецназу, силам специальных операций. И с ними там, у меня много активности, Это психологическая помощь какая-то. как волонтер. Всякое. У меня есть целая программа, называется «Информационные операции». Ну вот я про это. Спецкурс. Мгм. И в рамках этого спецкурса я провожу обучение. И им помогаю во многих вещах. То Мгм. есть, и, вначале это вообще обеспечение было, а сейчас это уже как бы В политическом образовании. интеллектуальная, да, такая история. Как политтехнолог я просто могу на уровень выше подготовить их там и Не, ну ПСО. им интересно, я думаю. Да. Значит, так вот, наш спецназ на соревнованиях спецназа, он первый или второй. В Великобритании, где угодно, когда собираются 120 команд из 80 стран. Наши, вот, представляете, на первом-втором месте. Но это сильно. Очень сильно. И это 3-й полк, который привозит, 3-й полк Кировоградский спецназа. Почему? Потому что такие войны. То есть нам нужно понимать, что тут вот в этой, сама нация, она имеет очень сильных войн. И это все возродилось. И это называется сила земли. То есть эта сила земли помогла вот эти и 2 Майдана осознать, что мы сильные. То есть нам говорили, вы там малоросы, вы там... Мгм. Вас нет. Да, Так, моя да. хата с краю, 2 гетьмана и так далее. То есть, а сейчас другое, то есть опыт другой. И Донецкий аэропорт другой. И мы в реальной схватке, мы другие. И оказалось, что русские, как воины, они слабые. То есть они просто могут или массой, Массой. или массой, или давить техникой, или еще чем-то, но они не могут, они не стойкие такие. И это тоже, вначале приняли чеченцы. То есть, когда с ними они понимают, Да. что один чеченец и куча русских. Намного превосходящей силой, Да. и вдруг они Да. потерпели поражение А вообще тут в они войне. поняли первой. еще с противник, украинцы, и именно этнические украинцы. Это очень сильный спецназ. То есть они очень круто, они хитрые, они умеют там, например, Краматорский аэропорт, который защищался, и там был Сергей Кривонос, который бывший Да, выделенный прекрасный ССО. человек. Ни одного человека не убили, ни одного. То есть 0 потерь. Как это? Вот. И Потому что мозги в голове есть. мозги есть и умение воевать. И у Путина, кстати, соколы России, эти у них эти самые там половина этнических украинцев. И вообще в руководящих... Еще в этих советские самых- времена говорили, что украинец в армии всегда лучший солдат. И это всегда. Вот. И это просто сравнение. И поэтому, например, тайга, Алтай. Я много походил. Да, и там есть русские хаты, ничего не растет, ничего не делает. И один сидит, у него огурчики, 100% помидорчики, из Украины. самогон, 100%. Я встречал. Я был за Уралом. Все это Да, видел. хохол. И они ненавидят его. Но они приходят, Поэтому они у него так и покупают. называют. Да, Да, Поэтому- они просто ненавидят его, потому что у него все получается, он трудолюбивый. Вот у нас в Крыму та же самая история. Не любят нас. У нас все ровно, все. Потому что мы свою землю любим. У вас есть своя вера, своя религия, вы друг друга держите. Своя земля То есть. Да, своя земля. Оно ж крымские татары, как ты это выбьешь? Это как Киевская Русь. Чок Саунас, Денис Бей. Спасибо. Дякую Денису Богушу за то, что пришел. Спасибо вам, что смотрите. Подписывайтесь на АТР в YouTube, в Facebook, на сайт atr.ua и так далее. У нас всегда интересно, содержательно. Продолжайте смотреть АТР. Всего доброго.